Самое главное то, что долг широкий. Мы проводили мастер-класс в Триумфе, ну, вот я, и выявили с шеф-поваром «Седьмого неба», выявили то, что у Яна Данилова, оказывается, самый лучший нож для строганины получился. И то, что... Ну, Данилов это который татинский, что ли? Да, татинский. Большой долг широкий. Благодаря нему идет стружка широкая, ну, вот розочкой. Также якутские ножи это точится только с одной стороны. Вот здесь можно только слегка, ну так вот, чтобы здесь сильно не было этой кромка, сильно не, ну, в одну сторону тогда будет. А несколько раз поделать, и тогда уже чувствуется то, что нож острый. Ваш нож также нужно делать, ну, от себя желательно. Ну, на себя вот так вот. Ну, я вот использую японские камни, морские. Можно использовать также обычный любой. Потому что здесь все зависит от степени грубости камня. Вот это вот, например, самое грубое у меня. Это вот если нож совсем тупой, это чтобы подровнять его и сделать ему форму нужную. Потом уже использую помягче. Чувствуете, да? Ну, слышите, какой. Нож точился именно у самого окончания лезвия. Здесь уже желтое, видно то, что почерневшее в местах, засохшее. А так, на вид она хорошая. Также еще по глазам выбирают, тоже если они плохо заморожены. Вот чувствуете, ну, как будто бы она вот живая еще. Некоторые также обязательный факт бывает то, что из жабр выходит кровь. Первым делом в рыбе очищаем сначала спинку, потом брюшко, и после этого уже саму чешую оставшуюся по бокам с ребер. Нужно отрезать желательно очень тонко, смотрите, чтобы сохранить весь жир на рыбе. А это для чего делать? Это, да, чтобы меньше скользило. А нету такого, что рыбу заносишь, да, с улицы, и она должна чуть-чуть в тепле отлежаться? Не обязательно. Это если нож недостаточно острый, тогда да, лучше так подержать. А самое лучшее это вот, как сейчас, только занесли и сразу начинаем резать. Потому что так она, ну, проверяется, во-первых, нож, какой он остроты, и рыба будет вкуснее. А так она уже будет слегка подтаявшая. Сделаем надрез уже вот здесь вот, у основания хвоста, конца. Да, берем, ну, желательно, чтобы было легче сдирать, просто вот здесь уже ножом слегка вот так вот подделать. Тогда только кожа содвигается, да? Кончиком прям нажать. Кончиком нажать. Она хорошо отходит, даже такая мертвая. Только нужно делать именно вот этой стороной, без дола, потому что если сделать долом, то уже чешуя может порваться. Но также нужно быть осторожным, иначе можно себе палец порезать запросто. А потом уже берем вот за вот этот кончик. Простенько так снимаем. Опа. Ну и по новой делаем также. Так. Весь жир остается на самом деле. Ну здесь уже видите, минимум жира, если есть вообще.
можете сами попробовать. Желательно лучше литовую часть снимать, потому что здесь может спиться нож, не нож, а чешуя, и тогда шкура может уже не пойти сниматься. Ну, в смысле, если хотите эффектно снять, то желательно, сразу разом шкуру по бокам, то уже так делается. Вы ее из той... вы только начали, да? Когда вторую сторону вы будете делать, да? Да? Вторую сторону вы будете делать, да? Попробуй. Есть источник для этого. Сложно, да? Да нет? Нет, не сложно? Как-то выглядит очень брутально. Мерзлая рыба, там, крутой нож, там. Сделайте по бокам. Заморожено хорошо еще. Хорошо заморожено еще. Тут еще зависит, лучше пользоваться обычным ножом, потому что он широкий, и удобный. Где ваш штаны? Сначала лучше снять именно жир посередине, со спины. А потом уже по бокам. То есть нужно просто пальцем придерживать, Да. грубо говоря? Тут, например, Чтобы эти прям розочки получились, если да? просто делать, да, вот, она получается так. Но он тоже закручивается. Закручивается, Не так прям красиво, но да? не так красиво, да. Ага. Вот у меня такие получаются. Вот, например, да. И чтобы получались вот прямо розочка розочкой, вот просто ставите сюда палец, и она уже сама вот идет. И здесь вот поддерживаете слегка, чтобы рыба не упала. Ну, в случае чего. Вот и получилась красивая розочка. Розочки. Потом, как для самого главного гостя, вы же делаете строганину для кого-то, там кто-нибудь приходит, срезаете вот с брюшка, это считается самая жирная часть в рыбе, и поэтому, очень ценится. Ее обычно в самом низу кладут, чтобы в конце съесть, чтобы было вкуснее еще. Да? Желательно лучше давать важному гостю какому-нибудь, старшему, еще что-нибудь. Взять тестью не трудно. Да. Кого хотите удивить. А мы сейчас туда еще положим. Ну, вот это вот остаток. А, да? Делают, кстати, можно разделывать рыбу, несколько тоже видов. Вот, самое главное, это просто поделить их на пластинки, на половинки такие. Потом, как можно сделать, чтобы очень сложно не было, сначала отсюда надрез, по линиям рыбы. По костям. Вот. А как это получилось? Это вот так вот.
Это на индиго, да? Ага. Получается то, Она что вот, прямо отламывается, да? ну да, это вот способ такой. И получается, все кости прямо там на ней стоят. Мгм. Ну вот есть уже, вот хребет. А тут уже так. Эти убрать внутренности. Там бывает икра, или еще что-нибудь. Ну это вот у муксуна обычно больше всего икры. Блин, надо было мне написать про это. Я вот не знала, что мы сейчас этим будем заниматься. Я бы тогда и лук взяла бы. У меня коллега был, он вообще полностью оставлял только кости от рыбы. Тоже опыт, наверное. Мгм. Так вот. Только вы пометьте там, чтобы не спутать. По идее, здесь нужен обычный нож, чем якутский. Потому что якутский мне удобно из-за того, что, вот, например, ну, я лоша и хочу вот здесь вот сделать хороший разрез. Но могу сам себя поранить. И здесь сделать небольшой надрез, ну, мешает долг в основном. И снять желательно с меньшим количеством мяса кости. Вот так вот. И потом уже их порезать на кубики. Вот. Так. Но здесь нужно быть осторожным, чтобы не порезаться. Слегка вот именно идете по кости, по реберной. Вот так. И вот так уже можно делать его как порционно, жарить, мариновать, солить и прочее. А потом уже с этого уже идет индигирка. Есть. Ну так как рыба жирная, сюда можно масло не добавлять, я думаю. Более естественно. Ага. Он прям как будто бы на рыбалку съездили.